Где торгуют смертью? О чем гласят надписи на стенах городских зданий? Волонтерское движение набирает обороты. Первое мероприятие ровесника состоялось в коррекционной школе. Год семьи. В городе прошла первая и не последняя семейная суббота. Выпуск новостей на ваших экранах. Обо всех событиях, произошедших на днях, расскажу я, Эмилий Жбердин. Здравствуйте. Сибай активно подключился к объявленному в республике Году семьи. В рамках запланированных мероприятий в минувшие выходные начал работать проект «Семейная суббота». Как заявляют в администрации города, он будет действовать по субботам на постоянной основе. Что представляет собой этот проект, узнавала Екатерина Марочкина. В минувшие выходные в Сибае стартовало новое городское событие – «Семейная суббота». Это калейдоскоп мероприятий, проводимых волонтерами, специалистами межрайонного центра социальной помощи семье и детям, работниками городских служб и учреждений на разных площадках города. Крупнейший стал Центр детского творчества, куда в прошедшие выходные могли попасть все желающие и провести время весело и с пользой. Пока родители получали консультацию по мерам социальной поддержки, дети были задействованы на мастер-классах, дидактических и спортивных играх. Из специалистов прием вели логопед, психолог, юрист МФЦ, работники Центра занятости населения, специалисты межрайонного центра социальной помощи, работники Центра социальной защиты и многие другие. В этот же день в Доме молодежи «Мир» прошел бесплатный показ мультфильма для горожан и состоялись спортивные мероприятия, организованные администрацией парка культуры и отдыха и городским спорткомитетом. Для сибайцев, которые в будни не успевают попасть на прием в нужные ведомства, семейная суббота станет отличным выходом из ситуации. Ляна Кириллова, Екатерина Марочкина, Руслан Кравцов, Гульгина Раскельдина, телекомпания СТВ. Также на выходных в школе номер 7 состоялось построение кадетов и возложение цветов к мемориальной доске памяти Ролана Басырова. Подробности узнаем в следующем сюжете. Один из далеких призывов в ряды вооруженных сил почти в полном составе оказался в городе Грозном в январе 1995 года в рамках контртеррористической операции. Многие сибайские ребята вернулись с боевых действий и были награждены орденами и медалями. К сожалению, Ролан Басыров посмертно. Именно его памяти на здании 7-й школы установлена мемориальная доска. Ученики школы, где когда-то учился Ролан Рамилевич, прекрасно знают о его заслугах, благодаря которым он посмертно удостоен ордена мужества. Это герой, который спас своего друга ради, ради защиты Родины. Он учился в нашей школе, и, получается, сегодня он подорвался на мине 20 января. Ролан Басырову – это наш ученик, он воевал, и очень мы ему благодарны, то, что он учился в нашей школе, и хотим вспомнить его и почтить память ему. На базе 7-й школы также функционирует военно-патриотический клуб «Отвага» имени Ролана Басырова. В мае традиционно проходит посвященный ему хоккейный турнир. Кстати, при жизни Ролан Басыров являлся лучшим бомбардиром городской хоккейной команды «Горняк» и был двукратным призером республиканских чемпионатов по хоккею с шайбой. Память о погибших свято хранят их товарищи по оружию, их семьи и близкие. И память эта будет жива, пока мы об этом помним. Эти мероприятия призваны повысить, скажем, сознательность обучающихся школы, кадетов, курсантов военно-патриотических клубов. То есть, скажем, те люди, которые отдали ценой собственной жизни, скажем, долг Родине, я считаю, что абсолютно заслуживают уважения, как минимум светлой доброй памяти. И вот эти моменты и мероприятия, которые мы проводим, значит, они как-то заставляют детишек об этом задумываться. И как-то повышает патриотический дух, и то есть это имеет воспитательные цели. Около 100 кадетов полицейских классов участвовали в памятном построении и возложении цветов. Почти в память Ролана Басырова минутой молчания ребята под руководством директора школы Владимира Рысина и педагога по военной подготовке Фаяза Хасанова отправились к памятнику военнослужащим, участникам боевых действий для проведения субботника, а после торжественного возложения цветов. Екатерина Марочкина, Радмир Сингулов, Гульгина Раскельдина, телекомпания СТВ. Контролировать успеваемость ребенка в любое удобное для родителей время.
Теперь это возможно благодаря такому нововведению, как электронный дневник. Он позволяет видеть расписание занятий, домашние задания, прогулы и даты предстоящих родительских собраний. Кроме того, дает возможность общаться онлайн с учителями и администрацией школы. Насколько актуально и эффективно это интернет-приложение действует в школах города, узнавала Ирина Оренбуркина. Внимание! Пошел! Опять перехимичили. Времена, когда ученик мог затереть или вырвать страницу из дневника или журнала с плохой отметкой, навсегда уходят в прошлое. Узнать, что ребенок получил за прошедший день или неделю, сейчас не составляет большого труда. Теперь зоркое родительское око сможет запросто заглянуть в приложение «Дневник.ру» на своем телефоне или в компьютере в любое удобное для него время. Мои дети ходят в 1 класс, в 6 класс и в 11 классе учатся. Мне как родителю нравится этот сайт, потому что я могу посмотреть домашние задания, оценки по горячим следам, посмотреть комментарии учителей к проверочным работам, посмотреть посещаемость, ушли они из дома в школу, пришли, не пришли, и обратная связь со школой. То есть я могу задать вопрос учителям, они отвечают, не выходя из дома, я общаюсь и все вижу. Очень хороший сайт для родителей и детей. Основной целью интернет-проекта является создание единой информационно-образовательной среды для всех участников процесса – педагогов, учеников и родителей. Все школы нашего города подключены к этой образовательной сети, представляющей дневник и журнал в одном комплексе. Но пока в некоторых из них интернет-ресурс используется наравне с обычными журналами и дневниками. А вот педагоги гимназии-интерната с 2015 года работают лишь с электронными классными журналами. С этого учебного года и школа номер 7 также перешла на эту форму ведения документов. Только плюсы мы увидели в отчетности или в заполнении. У нас нет бумажных вариантов, которые журнал нужно переносить из кабинета в кабинет. Локальную сеть включили, зашли, проставили оценки, проставили сразу все. Меньше времени затрачивается, намного меньше. Не нужно писать, не нужно где-то что-то высчитывать. Для отчетности как классному руководителю, и как, вот, допустим, как учителю-предметнику, и как руководителю ШМО, для меня это вообще незаменимая вещь. Потому что нужно отчетность, где-то что-то посчитать. Все уже у нас здесь подключено. Заходишь в отчетность к учителю-предметнику, находишь его отчет, как он заполнял. Процент заполняемости журнала, если в отчет посмотреть, то можно узнать, постоянно учителя проставляют оценки. Можно узнать, когда у нас исправлялись оценки. Все это фиксируется пофамильно. Только под своим логином можем мы делать сами все это. Такой дневник нельзя потерять. Даже если вы забудете логин или пароль, то сможете легко их восстановить. Плюсы в использовании интернет-ресурса видят не только педагоги. Школьникам система тоже дает ряд возможностей. Например, посмотреть статистику, рейтинги своих оценок и прочее. Допустим, если я заболела, меня не было в школе, мне не обязательно нужно узнавать у одноклассников и спрашивать расписание или домашнее задание. Просто захожу и вижу домашнее задание. Также тут видно все оценки, также тут есть показано, сколько ты, допустим, опаздывал или пропускал. Потом можно тут также общаться, то есть я могу что-то написать своим одноклассникам, что-то поинтересоваться. Эта закрытая социальная сеть разработана на основе идеологии приоритетного национального проекта образования, поэтому соответствует государственной политике модернизации отрасли и открытости системы образования для родительской общественности. В целом же сущность ведения такого электронного документа заключается в своевременном внесении в него актуальных и достоверных сведений о различных аспектах учебного процесса. Ведение журнала является обязанностью образовательного учреждения, а дневник обучающегося представляет собой услугу в электронном виде. По результатам мониторинга видно, что система электронного контроля в общеобразовательных учреждениях ведется. В целом уход от безбумажных журналов ведет к модернизации школьного образования, помогает внедрить дистанционное обучение детей, а также позволяет организовать информационную среду и обмен. Работа по внедрению проекта «Дневник.ру» будет продолжена в нашем городе. Ирина Оренбуркина, Радмира Сингулов, Гульгина Раскельдина, телекомпания СТВ.
Политика конфиденциальности в интернете, согласно актуальным правкам в российском законодательстве, лишает пользователей социальных сетей возможности сохранять анонимность. Подобная мера, как комментируют ситуацию авторы инициативы, прежде всего преследует цель лишить наркодилеров одного из главных инструментов распространения запрещенных веществ – электронных мессенджеров. Между тем и в наших районах продолжают появляться настенные надписи с запретной информацией. Тему продолжит Ринат Музафаров. Обратите внимание, на здании располагается надпись, да? Черным цветом. У вас есть предположение, какую информацию может нести эта надпись? Ой, я даже никогда и не обращала внимания, не читала. Это вообще ничего не понятно, что такое. Ну какая это может быть надпись? Я не понимаю. У вас есть предположение, какую информацию несет? Нет, не знаю даже. Я даже не понимаю, что там написано-то. Я не знаю. Испоганили, да и все. Ну, молодежь заняться нечем, мы даже не обращаем внимания. С работы домой. Ну, никакой, некрасиво. Данный опрос проводился нашей съемочной группой ровно год назад и показал, что горожане не осведомлены о том, какого характера информацию несут подобные объявления. Соли, миксы, спайсы и GVH – не что иное, как наркотические вещества, распространение которых карается законом на территории нашей страны. Незаинтересованный обыватель просто не придаст должного значения подобному граффити, воспринимая его не иначе, как простой акт вандализма. А вот целевой потребитель без труда считает необходимую информацию. Практика показывает, бороться с таким способом распространения смерти невозможно без привлечения к проблеме пристального внимания общественности. Кадры, показанные на экране, датируются середины января 2017 года. Тогда стены городских зданий буквально пестрили такими объявлениями. За год произошли позитивные подвижки. Большинство старых граффити закрасили рабочие и управляющие компании. Из свежих чертей города удалось найти только одно, располагающееся на здании бывшего управления Башмедь. Действительно, в последнее время наш город заполонили непонятные надписи на стенах домов, на стенах заборов. Это все реклама идет наркотиков против нашей молодежи. Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям отдела внутренних дел по городу Сибай была проделана огромная работа и выловлены целый ряд лиц, которые занимались распространением наркотиков. И сейчас, сегодня эти крупные наркоторговцы, дилеры, они ищут своих сторонников по городскому округу. Всего за 2017 год, согласно итоговому отчету, отделом МВД России по городу Сибай было выявлено 86 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Изъято порядка 3,5 килограмм наркотических веществ. Уголовная ответственность, как комментируют представители МВД, наступает и в отношении людей, распространяющих подобное граффити. Она попадает под статью 6.13 «Пропаганда наркотических средств» и влечет за собой административное наказание. Таким образом, любой легкий заработок, который обещают дилеры, всегда ведет к серьезным проблемам с законом. Они связываются, естественно, по интернет-сетям. Очень сложно их отследить, конечно, но отслеживаются, ловятся. Естественно, те ребята, которые попытались как-то заработать на этом, войти в эту систему, они пострадали, потому что в любом случае это заканчивается очень плохо. И если проблему распространения подобных объявлений в черте города практически удалось ликвидировать, то теперь очаг с новой силой разгорелся в поселке Старый Сибай. От струи баллончика пострадали остановочные павильоны, заборы и стены отдельных зданий. Многие из них полностью или частично закрашены местными жителями. Для того, чтобы подобные рисунки и все, что с ними связано, не продолжили распространяться дальше, специалисты призывают горожан проявлять бдительность и сообщать обо всех случаях в профильные ведомства. Ринат Музафаров, Али Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. Волонтеры из объединения детско-подростковых клубов «Ровесник» начали свое добровольческое шествие с благими делами. Дебютировали в этом году ребята с добрым праздником для учащихся Сибайской коррекционной школы, где представили зрителям творческое выступление и подарили прекрасное настроение. Воспитать в себе человека. Всеобъемлющее выражение, как нельзя кстати, можно привязать к деятельности ребят из клубов объединения «Ровесник», которые в последнее время активно позиционируют себя как самых отзывчивых добровольцев города. Сегодня для учащихся Сибайской коррекционной школы они организовали представление с танцами, играми и песнями. Как мы знаем, что у нас 2018 год президентом Российской Федерации приурочен
год добровольцам. Волонтерское движение пропагандируется, развивается, идет в массы, скажем так. В рамках этой акции мы решили навестить, порадовать деток из коррекционной школы с праздником. В рамках этого праздника у нас проходила неделя в подростковых наших клубах «Обменяй конфетку на подарок». Детки нашего клуба приносили маленькие подарки, игрушки, призы, для того, чтобы мы могли прийти не с пустыми руками, конечно, сюда, а порадовать деток маленькими игрушками, сюрпризами. И так как неделя подходит к концу, естественно, все ждут какого-то итога. И завершая эту акцию, сюда мы пришли показать, на что мы способны, что мы можем показать, что мы умеем, и порадовать, конечно, детишек. С нами сюда пришли волонтерское движение подросткового молодежного клуба «Атлант». Оно у нас только развивается, начинает, так скажем, это их первый дебют. И на базе строительно-сервисного колледжа волонтерское движение «Молодость». В зале выступающие получили настоящий отклик. Творческие номера ребят поддерживали бурными овациями, подпевали и подтанцовывали. Организаторы тут же настроили эмоциональный контакт со зрителями. Отметим, что пропаганда добровольного участия в подобных мероприятиях – очень заразное явление, которое притягивает в ряды добровольцев новых волонтеров. Именно таким способом подростки знакомятся с реалиями современного мира, где нет места пустой жалости, а обязательно должны развиваться понятия милосердия, бескорыстия и помощь. Екатерина Марочкина, Олег Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. И последнее. Совместное времяпрепровождение родителей и детей, как отмечают педагоги, является залогом гармоничных взаимоотношений в семье. Лучший способ организации совместного досуга – общий творческий проект или занятия спортом. Самые активные родители нашего города, Союз отцов и группа супермамочек Сибая, вместе с детьми сошлись накануне в дружеском спортивном состязании. Настоящий праздник спорта, заразительный детский смех, увлекательные состязания на скорость и ободряющие оклики взрослых охватили в минувшую пятницу спортивный зал школы номер 8. На площадке сошлись сборные команды мамы, сыновей из группы «Супермамочки», а также команда пап и дочерей, представляющих Союз отцов нашего города. Инициатива организовать веселые старты в таких креативных составах исходила от спортивного комитета нашего города и председателя Союза отцов в одном лице Фанили Аминева. Данное мероприятие стало первым крупным событием нашего города, приуроченным Году семьи в Башкортостане. Здесь у нас основа, что вот многие папы всегда в командировках находятся, они с детьми почти не бывают. Поэтому мы решили, чтобы отцы и дети, они вместе выступали, не только они дома занимались чем-то полезным, но и соревновались именно в школе, где учится его сын или дочь. Поэтому эти мероприятия мы решили также совместно с супермамочками. Командам предстояло пройти испытания на скорость, меткость, слаженную работу и смекалку. Каждый этап эстафеты – новый изощренный вызов для семейных команд. Спортивный азарт и яркие позитивные эмоции обеспечили прекрасное настроение как самим участникам, так и группе болельщиков, массово присутствующих на мероприятии. Да, это получается спортивное. Понятно, что как-то надо больше чтобы бегать быстрее, чтобы все получалось. На улице 50 градусов, то есть 30, а здесь жара. Отлично, настроение. Хорошо. Итогом спортивных состязаний стала победа команды отцов и дочерей. Тем не менее, ни один участник соревнований не ушел домой без подарка. Каждая семья получила грамоты, ну а самым ценным приобретением, как признаются сами участники, явились минуты редкого спортивного единодушия, проведенные в команде с самыми родными людьми. Данное мероприятие проводится уже второй раз. В планах организаторов ежегодно дарить такие эмоции самым активным семьям нашего города. Ринат Музафаров, Радмир Исингулов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. Такими были новости первого рабочего дня. Я желаю вам удачи и прощаюсь. До завтра.